Avui parlem de la feina. Сегодня говорим о работе. Поехали. Чтобы говорить о работе, мы можем использовать три глагола. Fe, делать, ser, быть и trabalhar, работать. Ser esclaняется так. Jo soc, tu ets, ell és, nosaltres som, vosaltres sou, ells són. Fer esclaняется так. Jo faig, tu fas, ell fa, nosaltres fem, vosaltres feu и ells фан. И trabalhar – это правильный глагол, склоняется, как все глаголы, которые на «ар» заканчиваются, склоняется следующим образом. Jo treballo, tu treballes, ell treballa, nosaltres treballem, vosaltres treballeu и ells treballen. Так что с этими тремя глаголами мы можем сказать, например, jo soc professor, jo treballo de professor или jo faig de professor. Да? Эти три глагола, эти три фразы означают одно и то же. Типа я работаю учителем. Но есть маленькая разница между этих трех фраз, что если я говорю jo soc professor, это подразумевает, что это и моя профессия. Да? И если я говорю jo faig de professor или jo treballo de professor, это означает, что я на данный момент этим работаю. Может быть, у меня профессия другая. Например, я могу сказать jo soc actor, però treballo de cambrer. Я актер, но работаю официантом, например. Soc actor – это типа по профессии, и treballo de – это типа моя работа сейчас. Как мы можем спросить нашему собеседнику, чем он занимается? Мы можем спросить, quina és la teva feina, какая твоя работа, de què treballes, чем работаешь или кем работаешь, и on treballes, где ты работаешь. Также мы можем спросить, quina és la teva professió, какая твоя профессия, quina és la teva professió. Сейчас посмотрим разные профессии. Metge, врач, metgessa, врач, женщина. O doctor, doctora, доктор, женщина. Инфермер, медбрат, инфермера, медсестра. В ресторане работают, en un restaurant treballen. El cambrer, la cambrera, официант, официантка, cuiner, cuinera, повар, повар-женщина. Также следующие профессии. В школе, а la escola treballen. El professor, la professora. Professor значит учитель. Да? Это не только профессор в университете, это и профессор, и типа учитель в университете, и учитель в школе. El professor, la professora. Но с детьми также можем сказать al mestre, la mestra. Это учитель для детей. В школах также работают al monitor, la monitora. Al monitor это такой типа учитель, не учитель. Это вожатый, тот, который контролирует детей во время манжадо, чтобы они все съели, и чтобы они не убивали друг друга, и чтобы они дожили до конца дня. Вот эти главные люди, которые заботятся о том, что дети стали живее после обеда, это монитор. Также монитор – это человек, который может вести какие-то воркшопы или тренинги по спорту. Например, монитор de gimnàs o monitor de bàsquet, por ejemplo. Это вожатый по баскетболу. Дальше. Al cangur o la cangur – это няня. Al cangur o la cangur. Обычно это женская профессия, поэтому чаще говорим la cangur. Но al cangur тоже, почему нет? И la mainadera. La mainadera – это более оригинальная форма или старая форма сказать няня. La mainada значит детей, в множественном числе, типа как коллектив, la mainada, и la mainadera – это няня. А la botiga, в магазине, работают al dependent, la dependenta – это продавец, продавщица, и также al caixer, la caixera – это кассир. Также, если человек работает в своем собственном магазине, мы говорим al botiguer, la botiguera. Al botiguer o la botiguera – это человек, который работает в своем собственном магазине и делает все вещи, связанные с этим магазином. И продает, и типа общается с подставщиками,
и заботиться о порядке внутри магазина. Вот это la butiquera. Связаны с законами. Мы можем сказать al jutge o la jutgessa, суд, прости, al jutge, la jutgessa, судья, и судья женщина, o l'advocat, l'advocada, адвокат. Также al fiscal и la fiscal, это прокурор и прокурор женщина. Другие профессии. Al lampista. Al lampista это и электрик, и водопроводчик, и тот, который работает с газом. Короче, ламписта делает все дома. Это как муж на час, но по-нашему ламписта. И, допустим, если твой ламписта не разбирается с водой, потому что он более специалист с электричеством, то ты звонишь все равно ламписта, и он звонит своего друга, который разбирается в этом деле, и они все решат. Короче, ламписта делает все связано с домом. Вот. Потом есть алфусте. Алфусте – это столяр, типа тот, который делает вещи, связанные с деревом. И есть другая профессия, которая на русское ухо это звучит смешно, это эбаниста. Лебаниста – это как фусте, это человек, который делает мебели из дерева. Алпалета – это каменщик, алпалета. L'arquitecta è architector. La bombera – пожарный. А скриптора – это писатель, писательница. Al periodista o la periodista – это журналист, журналистка. И al traductor, la traductora – переводчик, переводчица. И por último, и последнее. Как будет мастер маникюр, или мастер педикюр, или мастер по бровей. Все это по-каталански называется la estaticista. Это как el lampista, что el lampista делает и воду, и электричество, и газ, все вместе. Вот. В плане эстетики тоже есть такое. La estaticista делает все связано с эстетикой. Брови, маникюр, педикюр и так далее. Может, поэтому здесь не так хорошо делают, как в других странах, может быть, потому что все вместе делают и нет специализации, не знаю. Не знаю. То, что с волосами, парикмахер, по-каталански будет al perruquer, la perruquera. Jo treballo de professor de català. I tu, de què treballes? A què et dediques? Pots escriure-ho als comentaris. Если вам понравился видео, вы можете подписаться на канал, ставить лайк, писать комментарий. Это помогает для продвижения проекта. Спасибо большое. Fins aviat. До скорого.